Я рад приветствовать вас, уважаемые коллеги. Прежде всего, разрешите поблагодарить за возможность принять участие в конференции, посвященной столь значимому событию, 25-летию Конституции Республики Казахстан. Изучение Конституции предполагает исследование комплекса разнообразных проблем, как прикладного, так и фундаментального характера. Важнейшей из них является проблема конституционного строя. В свою очередь, ее глубокая разработка предполагает уяснение еще более общего, родового в данном отношении понятия политического строя. В этой связи хочу поделиться с вами, многоуважаемые коллеги, результатами наших размышлений о понятии и структуре политического строя. И исходную роль при этом по понятным причинам играет категория «политическая власть». Уважаемые коллеги, проживание на одной территории социальных групп и индивидов, не связанных между собой родственными, семейными или непосредственно хозяйственными связями, предполагает их подчинение общему авторитету, позволяющее обеспечить максимальную бесконфликтность их взаимосвязи и повысить эффективность их жизнедеятельности. Необходимым условием подчинения такому авторитету и выступает политическая власть. Политическая власть, как известно, является разновидностью социальной власти, то есть способности одних субъектов, властвующих, навязывать свою волю другим субъектам, подвластным. Политика – это, как мы знаем, система общественных отношений, возникающих между проживающими на определенной территории группами населения по поводу достижения общих для них целей посредством реализации власти. Политическая власть распространяется на большие группы лиц, связанных между собой общностью местонахождения, места жительства. Совместное проживание массы людей создает предпосылки формирования их общих потребностей и совместных интересов. Речь прежде всего идет о потребностях в стабильных, предсказуемых и безопасных условиях жизнедеятельности. Это порождает необходимость совместной работы по созданию таких условий. Указанная деятельность, в свою очередь, нуждается в упорядочении с целью обеспечения максимальной эффективности, а также соразмерности вклада отдельных групп и индивидов в общее дело и получаемых ими из общих результатов благ. Именно политическая власть призвана обеспечить необходимый для достижения этих целей порядок. Главным инструментом политической власти является общность представлений об задачах различных групп и индивидов и способах их решения. Навязывание таких представлений другим лицам через убеждения выступает в качестве основного средства реализации политической власти. Иными словами, если семейная власть, как разновидность социальной власти, опирается на индивидуально-психологические установки, а корпоративная власть эксплуатирует групповые нормы и интересы, то власть политическая применяет идеологические по своей природе инструменты, складывающиеся на уровне общественного сознания. Та политическая власть, которая начинает использовать для навязывания своей воли населению меры организованного принуждения, становится властью государственной. Поэтому государственная власть – это политическая власть, обладающая специальным аппаратом принуждения. Система субъектов политической власти образует политический строй общества. Он является способом организации политических субъектов для решения общих задач. Здесь каждый элемент имеет свое место, статус, которое характеризуется ролью, задачами и возможностями соответствующего субъекта, его отношения с другими субъектами. Поэтому политический строй с социологической точки зрения – это упорядоченная совокупность общественных отношений по поводу получения и реализации политической власти. Важной характеристикой политического строя является его элементный состав. Речь идет о том, кто может быть и реально является частью строя, а кто не может быть, не признается участником политических отношений.
При этом политический строй характеризуется также внутренней иерархией политических субъектов, теми приоритетными возможностями, которые имеют отдельные из них. И как и в любой социальной системе, в политическом строе выделяются элементы, играющие ведущую, системообразующую роль. При этом основным условием формирования и сохранения политического строя как устойчивой системы является согласие, добровольное или вынужденное, но все же согласие подвластного населения принять соответствующую форму организации политической власти. В противном случае эффективность власти не может быть обеспечена. С учетом изложенного, политический строй может быть определен как установленное на основе согласия населения, расположение, статус субъектов политической власти. Оно характеризуется их ролью и возможностями в политической системе общества, предоставленными для совместных действий для решения общих задач. Политический строй – это результат упорядочения политических отношений. Он обеспечивает эффективность политической власти и снижение издержек ее реализации. И в этом качестве политический строй – это социальная ценность, подлежащая охране и защите. Благодарю за внимание.